Здравствуйте, вы смотрите кулинарную передачу «Азбука вкуса». Признайтесь, вы любите покушать? Кулинария вводит людей в некое медитативное состояние. Если есть проблемы и настроение не очень, многие люди идут на кухню. Мы уже привыкли есть вкусно, благо сейчас нам доступны рецепты блюд любой части света. Человек может приготовить вкусную и здоровую пищу, используя для этого в первую очередь богатый ассортимент пищевых продуктов. Сегодня я нахожусь в ресторане «Банзай», уютный уголок страны восходящего солнца в нашем родном городе. «Банзай», рядом со мной шеф-повар Льви, его зовут. Что мы сегодня будем готовить? Фруктовый ролл мы будем готовить, да, удон с курицей и сэндвич-ролл. Мы решили начать с сэндвич-ролла, да. Что нам для этого понадобится? Я вижу нарезку, тут у нас рис есть. Рис у нас будет листы нури, крем-сыр, потом у нас будет лист салата и копченый лосось. Да. Ну, начнем. Проверю, наверное, вам раскладку риса с одной стороны. Ну, примерно так. Хотя это нужно делать одному. Это нужно просто разложить рис. Давай. Давайте покажу вам. Делай ты. А вторую сторону уже сами разложите. Ну вот можно со второй стороны. Вот. Попробуйте равномерно разложить. Получается? Да, все примерно таки. Сейчас я доложу и начнем уже готовить. Ничего правда сложного нету в этом сэндвич-ролле. Наверное, нужно просто набить руку для этого. Руку, да, для этого. Ну, вот и все. Мне надо говорить действия, да, мои? Да, расскажи, что ты сейчас делаешь. Сейчас будем посыпать кунжутом, сначала с одной стороны. Равномерно примерно его распределить. Со второй стороны то же Нет, самое? Со второй стороны нет. Со второй стороны мы будем сначала, со второй стороны будем мазать сейчас сыр. И получается вот эта сторона, обеих сторон, вот это одна сторона обеих сторон. С этой стороны будем сейчас мазать сыр. Альве, ты с детства знал, что ты будешь поваром? Была какая-то тяга к готовке? Когда ты вообще начал всем этим заниматься? Ну, мне кажется, что не каждый знает, кем он в будущем будет. Не было такого особенного желания становиться именно поваром. Ну, примерно так, я думаю. Получилось так, что да, стал поваром. Как-то был так, что меня друзья позвали, и я уехал, получается, в другой город и начал работать там. Ну, примерно так. Мы взяли нарезку и положили сверху. Положили сверху, да. Сейчас. Мы будем сверху накладывать копченый лосось, лист салата и также сверху выкладывать Вторая часть тоже, часть, да? Утрамбовывать. Все, почти, можно так сказать, все. Сейчас мы его обрежем.
все начали готовить. Осталось только нарезать его, все. Давай мы его Разложить на нарежем 4 красиво, да, части. и разложим. Хотите нарезать? Давай ты нарежешь. Ну все, практически сэндвич готов. Осталось только подать его с имбирем и васаби. Можно кушать. Именно. Наш сэндвич-ролл готов. Он готовится очень быстро и легко. Ничего в этом сложного нет. Вообще. Все, мы его даем с имбирем васаби, и сливочный сэндвич готов. Можно так сказать. Мы сейчас будем готовить удон с курицей, да? Да. У нас тут есть, я вижу, куриная грудка, есть лапша. Кстати, для тех, кто не знает, что такое удон, это лапша из пшеничной муки, характерный для японской кухни. Говорят, каждый уважающий себя японец каждый день должен есть удон. У нас тут есть грибы, я вижу болгарский грибы перец. шитаке, да, японские. Соус тонкацу, перемешка с соусом, соевым соусом, Да. кунжут и для окраски помидор. Так, все, с чего мы начинаем? Ну, сначала начнем, что я доверю тебе болгарский перец, нарезку. Доверишь буду мне. нарезать курицу. Всё, Окей? болгарский. Вот, Этим да, большим нож ножом? бери. Да, большим ножом нарезай. Сначала нужно потрошить его. В моменты усталости у тебя бывало желание бросить работу просто и уйти? Тебе вообще часто надоедает готовить? Не знаю, как мне кажется, такой кризис у каждого человека вообще в жизни приходит, что в момент усталости хочешь сменить работу, поменять, уехать далеко-далеко. А что ты больше Так, всего просто- любишь готовить? Любишь готовить? Ну, Да. не знаю. Для меня роллы это то, что я хочу готовить. Я бы не сказал, что это мое именно блюдо, которое я могу, ну, именно моя кухня, которую я могу каждый день кушать. Ну, роллы у меня получается очень отлично. Все, хватит. Я думаю. Больше не надо? Да, не надо. А воспоминания из детства? Какое блюдо ты вообще хотел увидеть на, к примеру, праздничном столе первым? Ну, это по-любому будет узбекский плов, лагман, я думаю, примерно, или мант вроде. Всегда на праздничном столе что должно стоять. Так все просто. Я думала, ты сейчас что-нибудь такое Нет, говоря, там выкинешь. ничего такого особенного нету. Я люблю вообще азиатскую кухню, именно именно, вот, например, уйгурский лагман, плов узбекский или манты, те же казахстанские манты. Что мы сейчас будем делать Сейчас, дальше? мы сейчас Перец будем, нарезан. Да, мы сейчас вот нарезали перец, нарезали курицу, сейчас будем нарезать шитаки, японские грибы, можно так сказать. Ну, примерно около 20 грамм сейчас нарежем, и все, можем начать готовить. Ну все. Сейчас будем скидывать лапшу. Я скинул японские грибы шитаки. Сейчас будем скидывать болгарский перец, потом курицу. Да толку, если их все равно не видно.
Я сейчас расскажу, что у нас тут происходит. У нас закипела уже вода, да? Мы варим нашу лапшу, и у нас там обжариваются грибы шитаки. Мы готовим начинку для нашего удона с курицей. Посыпаем, можно так сказать, чуть-чуть соли, перца. Соль и перец по вкусу. А какие-то специальные приправы есть, которые нужно туда добавлять, кроме соли и перца? Скидываем болгарский перец. Можно я тебе возьму чуть-чуть? Можешь взять все. Нет, это много. Это болгарский перец, да. Перемешку с курицей и шитаками. Ставим на малый огонь, чтобы пока лапша варится, чтобы мы могли спокойно дожарить курицу, болгарские шитаки. Ну все, только будем ждать лапшу. После этого скидываем лапшу, мешаем соус тонкацу с соевым соусом, можно так сказать. Ну и практически все будет готово. Тоже не так тяжело, просто нужно найти везде свои тонкости. Нужно правильно все просто обжарить и подать главное, чтобы было все это по вкусу. Все примерно, лапша сварилась, можно ее... Сколько минут нужно обжаривать начинку для удона? Начинку удона? Ну, я думаю, максимум это займет минут 6-7 примерно. Это зависит все от огня. Потихоньку достаем удон. Это все выкладывается в сковородку? Да, это все укладывается в сковородку. Добавляю соус тонкацу, перемешку с соевым соусом. Да, практически все. Ну все, примерно около еще полминуты и можно отдавать. Я могу еще добавить чуть соевого соуса, чтобы не было это слишком приторно. После того, как мы сварили эти макароны, мы еще должны их и обжарить еще, да, в сковородке? Да, примерно так. Ну все, примерно. Я, наверное, доверю тебе эту выкладку удона, пока я буду держать. Можешь выложить? Аккуратней.
Все, осталось только красить, посыпать кунжутом, и удон готов. Вот кунжут. Можешь пока посыпать кунжутом. Я нарежу помидор. Все, хватит. Нет, нет, нет. Да, да. Чуть-чуть. Все, хватит, я думаю. Все. Наш удон готов. Наш удон с курицей готов. Сейчас мы будем готовить наш десерт, фруктовый ролл, да, у нас тут есть киви, банан, творожная масса. Да, творожная масса. Даже шоколадный блин у нас тут есть. С чего мы начнем? Начнем сначала с киви. Я думаю, тебе отдать нарезку. Так, я займусь киви. Начинаем. Что ты думаешь о таком понятии, как кулинарная мода? Кулинарная мода? Я не знаю, как можно это вообще характеризовать. Многие сейчас помешались на суши и ходят, кушают одни только суши. Мне кажется, кушать надо то, что полезно для всегда, и то, что тебе нравится. А суши, по-твоему, это полезно? Суши, да, это диетическая еда, конечно, не жареная. Жареное это больше, мне кажется, более к мужскому относится. А такие диетические, да, можно и женщинам кушать, и не помню. Ну, ты же согласен с тем, что наши размеры не зависят от того, что мы едим. Это зависит от того, как часто мы это едим, где мы это едим, с каким настроением мы это едим. Согласен ты с этим? Да. Так, киви я нарезала. Что дальше? Я думаю, сейчас будем укладывать блин. И сразу будем укладывать творожную массу. Творожная масса выкладывается в блин, да? Да. Равномерно нужно выложить. А с виноградом что делать? Его надо нарезать? С виноградом будем в конце. Это будет как украшение шоколадной блины. А начинка может быть любая, да, по желанию? Да, по вкусу, по вашему вкусу. Примерно в таких пропорциях отдается, прям в ресторанах. А фруктовые роллы пользуются популярностью? Ну, у кого, везде по-разному, если честно сказать. Кто-то любит, кто-то не любит, кто-то соблюдает диету. Я не думаю, что это настолько диета, хоть там находится киви и банан. Зато там есть творог. Творог, да. Я думаю, все можно будет закручивать. Все заворачиваем в шоколадный блин. Шоколадный блин. Я думаю, можно даже купить его творожной массой, чтобы он не разваливался. Все. Аккуратная нарезка шоколадного блина. Давай нарезай. Все практически, можно сказать, готово. Сейчас осталось только нарезать виноград, окрасить его и подать правильно. А как это подать правильно? Ну, чтобы это было все интересно, очень вкусно.
чтобы это интересно выглядело. Потому что если будет это некрасиво, то есть в плане того, что если Есть будет тоже не некрасиво, захочется, да? выглядеть и есть даже не хочется. Вот сейчас идет нарезка Винограда. винограда, можешь нарезать. Четвертинками нарезать? Да, четвертинками нарезаем, около 6 штук. Выкладываем в центр нашего, так сказать, фруктового ролла. Это четвертинка. Ничего. Все. Все. У нас, да, мы сейчас посыпаем сахарной пудрой. Посыпаем, сначала давайте мы будем поливать сначала шоколадным топпингом. Можешь посыпать сахарной пудрой. И Сверху сахарная наш пудра. Наш ролл вам, так сказать, готов. Хватит? Да, все. Все, наш Все, шоколадный фруктовые роллы шоколадный ролл готовы. Ну что, наши блюда готовы, мы все приготовили. У нас тут это удон с курицей, это, Сливочный ролл. да, а это Фруктовый ролл. фруктовые роллы. Ну, Сливочный сэндвич, фруктовый ролл и у нас ушло очень мало времени на приготовление всех этих блюд. Для некоторых, наверное, нужно чуть-чуть набить руку, например, для этого блюда, потому что у меня абсолютно не получилось. Альвиза меня сделала. Все, в принципе, можем украсить в конце таким мелким штрихом. Петрушка. И отдавать приятного аппетита. Альвис, спасибо тебе за то, что принял нас в ресторане «Бонзай», приготовил эти замечательные блюда. Я думаю, кто-нибудь обязательно все это повторит у себя дома. Тебе спасибо, Фатим. Заходите в «Бонзай», у нас еще действует такая акция, разыгрывается 6-й iPhone. Кстати, да, вы можете заказать суши и сфотографироваться вместе с ними. Скидывайте это все в директ, суши «Бонзай», они есть в Инстаграм. И по количеству лайков выбирается победитель, и вы получите 6-й iPhone. Я с вами прощаюсь, до следующей недели. Смотрите «Азбуку вкуса» на канале «Война». Готовьте вместе с нами.